Рамзан Наурбиев со своими одногруппниками решил поехать в горы. Во время карантина они ради безопасности близких не виделись, и сейчас это послужило поводом для полезного времяпровождения с друзьями. Несколько человек собрали все необходимое для этого и заранее определили себе место для ночлега на природе. Выбор пал на берег Асы возле башенного комплекса Таргим. Но по прибытии на место их ждала печальная картина – груда мусора, разбросанного по всему периметру. Олажа дыш хлоч. Хозмыштыды кышкаман сыгыз дышим хейтмек мия. Цар мох бац талору бац. Отан олада босу находовой. Хамлоды диш довой бодаш. Нах ачхати. Вмешательство человека всегда отрицательно сказывалось на природе. Понимая, какой огромный ущерб они наносят окружающей среде, люди все так же продолжают бросать отходы куда им угодно. По эгоистичному принципу «после меня хоть потоп». Любишь кататься, люби и саночки возить. Именно эта поговорка пришла на ум Осману Хадзиеву. По его мнению, люди в скором времени, загрязнив все места для досуга, будут сидеть дома, не имея возможности для загородного отдыха. А винить во всем начнут другие. Осман работает начальником охраны заповедника и патрулирует район каждый день. Но несмотря на его регулярные беседы с отдыхающими, картина с мусором на следующий день оказывается такой же. Во время уборки они подходят нам, помогают, проявляют понимание, что нельзя оставлять, что это наша земля, что должны соблюдать чистоту. Но кажется, что понимают, а когда мы уезжаем, приезжаем, снова мусор на месте. Некрасиво, нехорошо загрязнять территорию. Это все как-никак заповедник. Вообще сюда, люди не понимают, многие не понимают. Они думают, что если они заплатили 100 рублей, что за ними здесь должны ходить и собирать мусор. Доходы за платный вход в заповедник рассчитаны на благоустройство его территории. Обустроить туристические маршруты беседками, лавочками и столиками. На это должны быть направлены эти деньги. Но в данном случае 80% из этих средств идут на сбор мусора. Это еще один показатель того, что в первую очередь сами люди способствуют уничтожению национального наследия Ингушетии. Благо сотрудники заповедника проводят периодические субботники. Вообще экология в переводе с древнегреческого означает общий дом. И мы стараемся, чтобы этот общий наш природный дом был всегда чистым, ухоженным и красивым. Поэтому мы проводим довольно-таки часто в сезон, когда у нас бывают посетители, это осенне-летний период, практически каждую неделю мы проводим субботники. А так наши инспектора в течение периода круглосуточно, почти каждый день они убирают территорию и следят за тем, чтобы она была чистой. Эпидситуация изменила планы на лето для многих граждан. Кто-то собирался посетить берега Каспийского, Черного или Средиземного моря. Но границы закрыты, а отдых необходим. Особенно тот, что может избавить от серых будней. Посещаемость горной Ингушетии выросла в этом году в 3 раза. Хотел бы обратиться ко всем отдыхающим, как к жителям республики и приезжим, чтобы они соблюдали чистоту. Чистота – это залог здоровья, как говорится, половина веры. Чтобы они не оставляли за собой мусор, убирали за собой. Вот такое пожелание у меня. Зелимхан Калоев, Адем Гулоев, Адем Далаков, Новости 24.